Включите нас чуть-чуть погромче, в прямом эфире новости. У микрофона расположились Макар Морковкин и Степан Сундуков. Здрасте. И для города, и для волости передаем последние новости. Российские новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил ряд мер для наполнения доходной части бюджета. Да, по-моему, уже все сделали. И налоги подняли, и тарифы, и акцизы. Чего еще правительство не сделало? А раскулачивание? Зюганов заявил, цитирую: «Первое. Все ресурсы страны должны работать на каждого человека, а не на кучку упырей, которые захватили национальное богатство». Ну, наконец-то, за 20 лет, что Геннадий Андреевич эту фразу говорит, новое слово появилось. Упыри. Видать, даже его достали. Кроме этого, лидер КПРФ предупредил о невозможности сокращения федерального бюджета на 2016 год из-за того, что он, цитирую, уже урезан по самую хряпку. А Геннадий Андреевич-то новый термин в макроэкономику ввел. Никто не понимает его значение, но все чувствуют. Продолжаем российские новости. В центре Сочи установили скульптуру золотой обезьяны, которая держит в руках футбольный мяч. А какая в этом логика? Да ладно, когда в Сочи зимнюю Олимпиаду решили провести, тоже никто сначала логики и не видел. На самом деле скульптура создана в рамках проекта «Футбол и вечность» и посвящена чемпионату мира по футболу 2018 года в России. Ну тогда все логично. Скульптура посвящена футболу, и поэтому обезьяна мяч в руках держит. По словам художника скульптуры Владимира Кириленко, скульптура станет талисманом и принесет удачу российским футболистам. Вот теперь точно сошлось. Учитывая то, как отечественные футболисты играют и сколько они за это получают, то золотая обезьяна – очень точный образ. Поставят в Сочи обезьяну, чтобы удачу принесла. А может быть, тогда логичней, чтобы поставили слона, что прям ворота нам слона. Ну вот и все. Что будет дальше? Потом расскажут, но